ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Основные темы выпуска. Пришел с повинной. Современный Отелло дает признательные показания. Кино не будет. Полиция изъяла партию контрафактных дисков. На рулетке «Зеро». В Ухте ликвидирован и горный клуб. Мужчина погиб во время пожара. Собака предпочла остаться с ним. Между елок мелькали палки. Первенство Республики Коми по лыжным гонкам. Подробности прямо сейчас. Ухтинский суд вынес приговор владельцу ООО «Юганск-Подводстрой». Директора обязывают отдать 202 миллиона рублей в счет невыплаченных налогов. Технология преступления проста. Руководитель заключил фиктивные договора подряда со сторонними организациями, что позволило уменьшить сумму отчислений. Однако еще в 2012-м его действия были признаны незаконными. 6 февраля 2015 года суд вынес решение взыскать деньги с предпринимателя, но тот, само собой, не согласен. Позиция была такая, что уплачивать налоги должен не он, как руководитель и учредитель организации, а юридическое лицо, поэтому он не может нести ответственность за неуплату налогов в части гражданского иска, что это должна уплачивать однозначно организация. Однако организация уже банкрот. Сам руководитель проживает на Дальнем Востоке. Хоть Юганск-Подводстрой и зарегистрирован в Ухте, но предприниматель гражданином Коми не является. Благодаря фиктивным договорам сумма невыплаченных налогов составила более 133 миллионов. Плюс к этому пени более 60 миллионов за несвоевременную выплату и еще 9 за необоснованное возмещение из госбюджета. В итоге от руководителя предприятия требуют 202 миллиона в пользу Российской Федерации. Приговор не вступил в закон. Силу. Полиция Ухты приостановила работу незаконного игорного клуба. Заведение располагалось в конце проспекта Ленина. Здесь было установлено 13 моноблоков, 4 системных блока и 1 сервер. На сегодня оборудование изъято и отправлено на экспертизу. После нее решится вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Людям, которые там играли, ничего абсолютно не грозит. Вот у нас за это нету никакого наказания ни административного, ни уголовного. Вот. Но владельцу, скажем так, казино будет очень много вопросов. Сейчас собранные материалы переданы в следственный отдел города Ухта. В случае доказательства вины владельцев клуба им может грозить до 2 лет лишения свободы. По предварительной версии, клуб работал недолго. Подозрений на масштабную подпольную сеть игорных заведений пока нет. Среда, 16:30. Торговый комплекс «Сыктывкар» по юбилейной 13. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями изымает партию контрафакта. В дежурную часть поступило сообщение, что в торговом комплексе торгуют пиратскими дисками. Сотрудники полиции прибыли на место и обнаружили контрафакт в павильоне номер 57. Изъято 39 дисков. Случай не единичный. Осенью 2014 года здесь уже находили пиратскую продукцию. При привлечении к уголовной ответственности необходима системность. То, что умысел данного предпринимателя на осуществление реализации контрафактной продукции. То есть, осознавая факт, что он продает контрафактную продукцию, он все равно продолжает это делать в дальнейшем уже, в следующие разы. Диски отправят на экспертизу, чтобы оценить ущерб правообладателей. Если он составит более 100 тысяч рублей, то владельцу павильона грозит уголовное дело. Максимальное наказание по нему – до 2 лет лишения свободы. Если ущерб будет меньше, то административный штраф от 100 до 400 тысяч рублей. Среда, 18:00. УГТУ «Корпус Л». Впервые в Ухте проходит диктант на коми-языке. 21 февраля отмечается День родного языка. К этой дате представители сообщества Коми-Войтер провели диктант. Проверить свою грамотность решили 40 человек разного возраста. За все время экзамена никто не проронил ни слова на русском языке. Мы хотим, чтобы все-таки наш язык, он жил. Почему? Потому что говорят, что народ жив, пока жив язык. Поэтому будем стараться, чтобы побольше было тех, кто говорит на языке, чтобы не забывали наши потомки наш родной язык.
По словам организаторов, раньше им приходилось ходить по городу и спрашивать прохожих, кто владеет коми-языком. Это было неудобно и не приносило никаких результатов. В этом же году для популяризации родного языка решили провести диктант. Одновременно подобная проверка знаний прошла в Сыктывкаре. Результаты диктанта будут известны после 20 февраля. В ночь с 18 на 19 февраля в 23:30 в поселке Дальний сгорел дачный домик. В пожаре погиб пенсионер. Ночью женщина была на работе, а пенсионер остался дома. Когда дом загорелся, мужчина не смог выбраться самостоятельно. По прибытию к месту вызова было обнаружено, что дачный домик размером 3×4 полностью охвачен огнем, практически уже уничтожен был к моменту прибытия пожарных подразделений. Значит, были поданы водяные стволы на тушение, возгорание было ликвидировано в течение 15 минут. Домик уже ввиду того, что пожар получил большое развитие, был полностью уничтожен. Потушив пожар, спасатели нашли под завалами мужчину. На груди у него лежала собака, которая не оставила хозяина и сгорела вместе с ним. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Ведется проверка, в ходе которой будут выяснены причины возгорания. Версия поджога не рассматривается. Четверг, 11:00, лыжная база УРМЗ. Стартует первенство Республики Коми по лыжным гонкам. Соревнования проходят между юношами и девушками 13 и 14 лет. Чтобы принять участие в гонках, приехало 19 команд со всех городов республики и не только. Всего 198 человек. Соревнования будут идти 3 дня. Благо погода располагает. А сложность забега сегодня погодные условия очень хорошие, дистанция подготовлена хорошо. Сложности в том, что кто как готов, сегодня будет соревноваться и показывать хорошие результаты. Ребята, которые катались вот на таких жестких трассах. Многие, которые приехали из районов, не так готовятся хорошо лыжня, как у нас. И очень похвалили, что лыжня подготовлена очень хорошо. В первый день соревнований спортсмены бегут классическим стилем. Дистанция для девушек 2 километра, для юношей 3. На второй день спортсмены побегут вольным стилем с увеличенным расстоянием до финиша. А 21 числа в субботу будет проходить эстафета. После нее состоится награждение победителей грамотами и медалями. Главный подозреваемый в жестоком убийстве сдался полиции и написал явку с повинной. Преступление произошло в поселке Шадаяк 14 февраля. 33-летний мужчина убил свою сожительницу. Вместе пара прожила 8 лет. На преступление толкнула ревность. По предварительной версии, мужчина избил потерпевшую стулом, после чего позвонил знакомой и попросил вызвать скорую помощь. А сам, испугавшись, сбежал. 3 дня он находился в розыске. Данный гражданин сдался сам, пришел, сразу все рассказал. Содеянным раскаивается. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Находится в изоляторе временного содержания. Смягчающими обстоятельствами для суда будут явка с повинной и то, что мужчина характеризуется положительно. Трудоустроен, ранее не судим. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, после которого последовала смерть потерпевшего. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Как предварительно записаться в ГИБДД для оформления документов и не стоять в очереди? Для того, чтобы зарегистрировать автомобиль или перерегистрировать автомобиль, не нужно стоять в многокилометровых очередях. Нужно просто позвонить по телефону, который указан во всех средствах массовой информации уже. Не раз уже был он указан. Я еще раз его повторю. По регистрации транспортных средств это 730725. По выдаче и замене водительских удостоверений 74 19 99. Звоня по данным телефонам, сотрудник госавтоинспекции запишет вас на удобное для вас время. То есть вы подъедете в назначенное время, удобное для вас, зарегистрируйте автомобиль в течение 15-20 минут. Если для этого потребуются какие-то дополнительные проверки, то это займет где-то 25 минут. Не стоя в очереди, не ругаясь друг с другом, получите тот или иной документ и можете
управлять дальше транспортным средством, либо выйти довольны с водительским удостоверением.